3 года назад мы показали сюжет о приемной семье Яковлевых из Хангаласского улуса. Старшая приемная дочь Лида уже выпустилась из семьи и живет отдельно. 16-летняя Маша тогда училась в школе, увлекалась журналистикой, военным делом и была очень активной. 14-летняя Вика занималась ушу и достигала хороших результатов. 12-летняя Тая участвовала в научных конференциях. 1,5 года назад мы показали 3 сестер – Иру, Таню и Веру. Девочки нуждались в семье. И вот спустя время мы встретились с девочками и Надеждой Трофимовной Яковлевой, принявшей их на воспитание. Девочки с радостью пригласили нас в дом и показали свою комнату. Это наша комната, тут мы спим с девочками вместе, с Таней и Верой. Вот тут Таня спит в такой просторной кроватке, как будто королевна. И это Танино творчество, она тут занимается алмазной мозаикой. И тут Таины картины висят немножко. Потому что Тая любит заниматься алмазной мозаикой, и мы украсили ее творчеством нашу комнату. Живут они в приемной семье Яковлевых уже год. Вначале Надежда Трофимовна взяла их на гостевой режим, но, прожив вместе с ними лето, приняла решение оставить девочек. Адаптация еще идет. Конечно, есть трудности, но потихоньку все преодолевается. Ира с учебой очень хорошо, почти, но по якутскому только это. У Таня тоже хорошо учится. Вера была очень активная девочка, музыкальная, по-моему, в всех мероприятиях участвует очень активно, но у всех есть, они стесняются. Уже год с лишним живут у меня. Многое они не знали. Учила, опять начала заново. Ну, старшие мои уже выросли. Они с 14 лет стали уже самостоятельными. В летние каникулы работают у нас в НХЗ хлебозаводе. Сами зарабатывают. Заработанные деньги очень хорошо они израсходуют. Поэтому город и сами без сопровождения меня ездят. И они помогают. Поэтому мне с этими детьми трудно не бывает. И вот с Ирой проблема была по дисциплине. Ну, сейчас Ира уже все поняла, как, что, к чему. И вот прошлой неделе мы слышали, что наши родители на восстановление идут. Собирают документы, и алименты вовремя оплачивают. Посещают в опеке, приходят 2-3 раза в месяц. Ну вот, надеюсь, девочек заберут, наверное. Старшая из сестер Ира – главная мамина помощница. Я маме помогаю, работаю в хатоне, прихожу со школы домой, когда есть время, маме помогаю. Аня, ты в школу ходишь, да? Да. Вот расскажи, какой класс перешла? Я перешла в 4 класс. Вот как тебе учиться в школе? Хорошо. Младшая 6-летняя Вера старается не отставать от девочек, пробуя себя во всем. И больших успехов она достигла в игре на ложках. Это я пела очень хорошо на ложкаре. И вот я победила 1 место. Это на ложкаре тоже победила. Восемнадцатилетняя приемная дочь Маша этим летом закончила школу и поступила на учебу, осуществив свою мечту. Мне 18. Поступила в Якутский медколледж в этом году. 1 курс. Сестринское дело. В Якутском медколледже есть урок язык саха по медицине. Я говорю по-якутски, мне это нравится. Вот. Мой типа родной язык, да. А там учатся русскоязычные. Им трудно дается этот язык. И каждый раз, когда идет урок якутского языка, все там пишут мне,
как это пишется, как это писать, какие органы там пишутся, вот так. Ну, помогаешь, там пишешь им, какие органы называются на якутском. Я хочу поработать в медцентре. Медицинский центр, больница номер 1. Как я с детства туда хожу по врачам, смотрю на врачей, смотрю на медсестер. Мне стало интересно, как они тут работают. Там уютно, как они в других больницах. Вот, поэтому я хочу туда пойти поработать с какой-нибудь медсестрой. Медсестра хирурга или медсестра стоматолога. Очень интересным было общение и с 17-летней приемной дочерью Викой. Мы с тобой 3 года не виделись, да? А вот расскажи за это время, что в твоей жизни произошло, чем ты занимаешься? Ну, заниматься ушу я перестала, потому что начались экзамены, 9 класс. Это, да. И сейчас уже 11, и тоже подготовка. И вот пробую себя много в чем. Ну, нашла себя в шитье, думаю. Вика показала нам вещи, которые она переделывает, декорирует и дает им новую жизнь. Этому она учится сама и скоро начнет приобщать девочек. Старшая приемная дочь Алина уже выпустилась из семьи, получила образование, воспитывает сынишку и часто приезжает в гости к Надежде Трофимовне. В гости сюда мы ездим с сыном, ну, не особо часто, но по времени, когда появляется время, ездим. И мама принимает нас также тепло, гостеприимно. Надежда Трофимовна Яковлева – мама 9 девочек, 8 из них приемные. Она поделилась своим опытом воспитания детей. Самое главное в воспитании детей, я думаю, что общение, ближе общение с детьми. Вот мы все делаем вместе, да? Можем петь, можем танцевать, можем погулять, работать вместе. Мы вместе сила. И в это время мы общаемся. Они же очень нуждаются в общении. Ага. Тогда получается легче. Узнаешь ты их, они меня узнают поближе. И терпение главное. Благодаря терпению, мудрости и опыту Надежды Трофимовны девочки спокойнее преодолевают трудности, постигают простые жизненные принципы, и мы уверены, они многого достигнут. Воспитание в семье дает детям уверенность в себе, закладывает хорошую основу для успешной взрослой жизни. Сегодня мы поговорим о том, что делать, если ребенок взял чужую вещь. Если мы узнаем факт того, что ребенок взял чужое, то наша реакция очень важна. Или мы будем его ударять, оскорблять, вешать ярлыки, говорить, что вот он такой-сякой, я-то думал, что он хороший, а он, оказывается, вор. Вот это слово очень страшно, когда мы говорим, что ты, оказывается, вор, потому что это еще зависит от социальных стандартов. Если ребенка, которого мы взяли в дом и знаем не очень хорошо, можем подумать о том, что это сработали гены, то он вор, то на кровного ребенка мы можем просто сказать, что он нехорошо поступил, взял чужое, я над этим поработаю. Да? Тут тоже работают такие социальные стереотипы. Да? Что же еще делать? Это, конечно, собрать полную и непредвзятую информацию. Потому что действительно, если ребенок из замещающей семьи, опекунской, если он из детского дома, то сразу отношение других людей к нему все-таки, скажем так, другое. Поэтому только мы, взрослые, можем помочь и совместно, конечно, например, если это произошло в школе, вместе с учителем, собрать полную и непредвзятую информацию, что произошло. Конечно, знаете, самое главное – это подробно и четко объяснить ребенку не только свою позицию, но и стараться понять, что стоит за ребенком.
Но это можно сделать только в том случае, если у вас уже до этого с ребенком доверительные отношения. Если ребенок понимает, если появляются ростки привязанности, если ребенок понимает, что вы встанете на его защиту и все четко и подробно поймете, то это очень важно. Очень важно в таком случае выразить уверенность, быть четко уверенным в том и дать понять ребенку, что этого больше не произойдет. И что вы в это верите. Не просто требовать каких-то обещаний, вот скажи, что так ты больше не будешь делать, не угрожать, что если это произойдет, я отдам тебя обратно в детский дом, а выразить свою позицию и уверенность, что вы верите в то, что больше такого не произойдет. Ну и, конечно, своим собственным поведением выражать уважение к ребенку. То есть четко говорить, где его вещи, спрашивать разрешение, если вы хотите что-то взять, да? Вот такие вот необходимые моменты нужно обязательно преследовать родителям. Ну а если вы думаете, что действие, которое он совершил, а конкретно если он что-то украл, как вы считаете, не связано с каким-то поведением другого, с другими какими-то признаками поведения, то мы рекомендуем вам обратиться к специалисту. Знакомьтесь, Саян. Ему 15 лет. У Саяна много увлечений. Он занимается робототехникой, посещает медиацентр. Саян, а есть что-то, чему бы ты хотел научиться делать? Волейбол лучше играть. Волейбол лучше играть? Угу. Тебе нравится очень волейбол, да? Так, да. Саян, ну вот ты в 7 классе уже, да? Ты будешь заканчивать 9 или 11? 9. 9 классов. А дальше у тебя какие планы есть? Ничего. А пока не знаешь, не решил еще, куда пойдешь? Да. Саян, а мечтаешь ты о чем? Сдать экзамены. Когда 9 класс будет. Ну вот. Потом хорошо отучиться в техникуме. И все, из техникума поступить в работу. Саян – серьезный и рассудительный парень. Он нуждается в поддержке и сопровождении для успешного вступления в самостоятельную жизнь.